Идея создания представительства Российского исторического общества принадлежит историку-архивисту Милане Бжане, которая возникла у нее в ходе круглого стола, в котором она со своими коллегами участвовала в прошлом году. Данная инициатива была озвучена еще в прошлую поездку на круглом столе на площадке Российского исторического общества, в котором мы принимали участие как историки. Данный формат был организован молодежным клубом Российского исторического общества. Тема являлась история Российского Причерноморья. Далее, по возвращению из Москвы, нами с коллегами был подготовлен соответствующее обращение на имя председателя Российского исторического общества с просьбой об открытии представительства Российского исторического общества в Республике Абхазия. В Российском историческом обществе идею встретили с благосклонностью и откликнулись на инициативу. Более того, планируется выпуск большого сборника документов, посвященных вхождению Абхазии в состав Российской империи. Как рассказывает Руслан Гакуев, этот сборник мог выйти в свет еще в 30-е годы прошлого века. Но так как составители его были репрессированы, печать собрания документов отложилась почти на 100 лет. Сегодня в публикации сборника заинтересованы и в Абхазии, говорит и Гакуев. Руководство Института истории в Санкт-Петербурге Алексей Владимирович Сиренов, его коллеги не так давно обнаружили в своем академическом архиве этот сборник и обсуждали возможность его публикации с Академией наук Республики Абхазии. Интерес здесь взаимный. Издание может быть очень интересным и важным для взаимоотношения двух стран. Речь идет об комплексе документов. Это порядка 500 машинописных листов. Это именно машинопись подготовленная. Приветствует создание представительства исторического общества в Абхазии глава представительства Россотрудничества. По его словам, есть большое поле для совместной работы, особенно что касается архивов периода Великой Отечественной войны. У нас общая история, и особенно важно в свете того, что во время Отечественной войны были потеряны очень многие документы. И вот в этой связи, конечно же, здесь предстоит очень огромная работа, а для нас это важно в связи с тем, что, по крайней мере, мы продвигаем и российскую культуру, и нашу общую память, и поэтому вот восстановление вот этих вот имен, и восстановление и различных каких-то событийных вещей, оно действительно важно и в первую очередь для молодежи. Начальник Государственного архивного управления Роман Гвинджи также уверен, что создание представительства исторического общества в Абхазии самым благоприятным образом скажется на работе архива и будет полезно не только для абхазской, но и российской стороне. У нас должны, конечно, быть, я считаю, что более тесные контакты и с историками России, и прежде всего с архивистами, потому что нужно собирать документы. То, что есть у нас в России интересно, то, что в России есть, нам интересно многие документы. И потихоньку нужно вот это все соединять. Роман Дбар уверен, что даже несмотря на то, что и абхазские, и российские ученые сотрудничают на межгосударственном уровне, создание такой неправительственной организации упростит и сделает совместную работу более эффективной. У нас есть институт гуманитарных исследований, в котором сосредоточен основной потенциал историков, интеллектуальный ресурс страны. Абхазский государственный университет с историческим факультетом, которые имеют, конечно же, очень много связей со своими коллегами в Российской Федерации. Но что касается исторического общества, это по своей сути общественная организация, неправительственная организация. И многие вещи, связанные с подобного рода взаимодействием на неформальном уровне, они могут иметь гораздо больший эффект, нежели чем то, что происходит по линии официальных взаимодействий. А писатель и журналист Екатерина Бебе даже предложила кандидатуру на пост главы представительства исторического общества России в Абхазии. Конечно, это будет создано, но кто же будет руководителем? Вот если это историческое общество будет создано, я бы, например, предложила бы, вы знаете, вот мост Россия-Абхазия,
Милана Геннадьевна Бжаня, настолько она уже активно работает. Мы не раз присутствуем на такие встречи, на такие очень целенаправленные заседания. Я вижу, что эта кандидатура очень подходит. Все участники совещания, посвященного открытию представительства Российского исторического общества, высказались в поддержку появления в Абхазии такой неправительственной организации. Марианна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.